Так, мы для переработки этих шин мы используем пиролиз. В результате пиролиза мы получаем пиролизное масло, или же синтетический мазут, мы его называем. Получаем технический углерод, получаем металл. Ну, естественно, металл, есть на него покупатели, которые используют для дальнейшего как вторичное сырье. Техуглерод мы отправляем, у нас контракт с Чимкентским заводом, цементным заводом, они его сжигают в своих подсумках в качестве топлива. Синтетический мазут мы используем, у нас тоже покупают его, используют как в качестве вместителя в основном для асфальтовых заводов. Ну, еще также можно его использовать как печное топливо. В процессе переработки шины образуется пух, ну, из текстиля. Но это тоже органика, мы его тоже как бы перерабатываем в пиролизе. И таким образом мы 100% перерабатываем шину. У нас там отходов не остается. Мы без ропа до 2016 года работали, как бы стояли на месте, было очень сложно, но с приходом ропа 2016 года мы очень хорошо развиваемся. Сегодня у нас перерабатываются шины, но на стороне остаются камеры от этих шин. Ну, эти камеры сейчас мы тоже хотим с Нового года выпускать камерный регенерат. Камерный регенерат по сравнению с шинным регенератом, конечно, она имеет и высокую стоимость. Естественно, потребность тоже есть, хорошая потребность, только, конечно, не у нас. Этот камерный регенерат, на него есть хороший спрос в России, в Китае есть спрос. Мы хотим это освоить с 2020 года.